Тарипзю, Кечерюпш, Лагадзе, Гагра. Последние приготовления к международной научно-практической онлайн-конференции АПЭйПШ. Со всех районов республики к ней присоединяются педагоги и учащиеся. Послушать докладчиков и задать интересующие вопросы. Такая возможность есть у любого. Единственное условие – наличие гаджета с выходом в интернет. Темой выступления министра просвещения Инала Габлия стали коучинговые технологии в учебном процессе. Доклад посвящен 5 принципам известного американского психотерапевта Милтона Эриксона, которые легли в основу направления коучинг. Методика является эффективной и может успешно применяться и в педагогической деятельности. Первый принцип хотел бы с вами обсудить тоже, что со всеми все окей, да, со всеми все хорошо. Что это за принцип, что это значит? То есть, как бы себя человек не вел, в каком бы состоянии он не был, отношение, да, например, педагога к ученику такое, что да, вот у него есть все ресурсы. Второй принцип, который Милтон Эриксон использовал в своей практике, в своей работе, это принцип наилучшего выбора. Что это значит? То есть каждый человек из текущей ситуации всегда делает наилучший из возможных для него выборов. Да? Даже если у него, может быть, в его мировоззрении этот выбор ограничен, например, прогулять урок. Да? Вот, мы его будем корить, но исходя из этих принципов, ребенок сделал наилучший свой выбор, да, из того, что у него было. Доклады спикеров конференции в основном касались дистанционного образования. Как известно, новая форма обучения получила широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции. По мнению доктора педагогических наук Марины Вайндорф-Сысоевой, современное образование невозможно без элементов дистанционного. Конечно, в нем есть риски, однако ими необходимо управлять. И в этом мире не просто все поменялось, а изменилась сама ситуация, изменилось осмысление, изменились происходящие процессы. Потому что мы, с одной стороны, изменили ситуацию организации обучения, потому что вдруг в какой-то период дом стал школой. В какой-то период мы изменили себя, и нам стало необходимым понять, а что теперь делать вот в этой сложной ситуации, в этом ракурсе с теми, кто обучается, кто пришел к нам и кого интересуют новые проблемы. Изменилось поведение людей и изменился учитель. Мы сегодня вот такие, мы на массовом дистанции, кто-то учится дома, кто-то в классе, кто-то в школе, кто-то в вузе. И управление процесс идет совсем по-другому. И связано это с серьезной проблемой, с трансформацией образования. Методист по начальному образованию Наталья Вьюн рассказала о том, как сделать образовательный процесс интересным. По ее мнению, один из эффективных способов – использование сетевых проектов, которые представляют собой игровое или творческое удаленное взаимодействие учащихся. Проведение дистанционных конкурсов игр вовлекает учащихся в процесс самообразования, стимулирует творческое, инициативное мышление, развивает интеллект, независимо от места проживания и состояния здоровья. И главная задача нас, педагогов, педагогического коллектива в целом, наших образовательных учреждений, сделать школьную жизнь интересной, яркой. Каждый участник конференции поделился опытом работы в сфере дистанционного обучения. Педагог начальных классов Татьяна Жукова рассказала об использовании сервиса Google на уроках в начальной школе. Я с Google дружу уже очень давно. Почему? Ну, во-первых, простота и удобство, возможность обратной связи, возможность совместного редактирования. Вот если бы сейчас сказали, что из этого самое важное, вот для детей и для педагогов, естественно, самое главное – это возможность совместного редактирования. Почему? Сидя в разных точках мира, мы можем зайти по ссылке, да, по доступу в один и тот же документ, внести какие-то изменения, оставить свою лепту, свой след. Это очень удобно. Конференция охватила более 400 участников. По замыслу организаторов в выступлении каждого спикера зашифрована определенная буква. К концу мероприятия слушатели должны угадать эти буквы и сложить слово. Победителя ждет приз. Все активные участники получат сертификаты нашей конференции. Самый первый, кто пришлет слово, получит подарок наших друзей с Апсутур, тур по Абхазии. Поэтому будьте активными, следите за всеми презентациями. В течение 3 дней, кто соберет это слово, получит приз. Научно-практическая конференция АПЭйПШ продлится до 25 марта. Эсма Голадзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.